Таких настроений у нас нет. У нас население достаточно едино в контексте внешнеполитическом. У нас абсолютное уважение, благодарность, очень добрые человеческие отношения с россиянами. Не просто на государственном уровне, на международно-правовом уровне, а именно с россиянами. Это очень важно и, конечно, это способствует такому правильному восприятию того, что происходит. В частности, скажем, очень большая поддержка специальной военной операции у нас в стране. Я думаю, что Расскажите об этом. очень высокий индекс поддержки. Это касается и народной поддержки, это касается и не только социологии, но и фактов. Наши сограждане, многие, они взяли в руки оружие, отстаивают свободу тех людей, которые объявили о своем самоопределении. В рамках российских вооруженных сил. Абсолютно, да. В рамках добровольческого движения в том числе. Это очень важно. И, вы знаете, можно провести аналогию с Великой Отечественной войной, когда тоже мы, все наши предки, наши старшие, защищали нашу большую родину. Это чрезвычайно важно, и тогда более 55 тысяч человек из Абхазии защищали Советский Союз от фашизма. И тогда более 17,5 тысяч человек не вернулись домой. Для нас это очень большие потери, но это и гордость, это наше наследие, мы этим очень гордимся, поэтому можно провести аналогию между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Это действительно подвиг, это наше будущее наследие. Наши абхазские войны защищали Советский Союз на разных рубежах. Кстати, это и Брестская крепость, это и стены Ленинграда и Сталинграда, это и Севастополь, и Одесса, и освобождали страны Европы, наши старшие, и для нас это большое наследие. Сегодня наши соотечественники тоже приближают выполнение целей и задач специальной военной операции, делают это самоотверженно, и мы тоже ими гордимся.